Так, 15 миль пройдено, и я доехал до асфальта. Вот, ну сейчас я хочу покушать. Тут гречку сделал с консервой, которая у меня была про запас. Он булькает, все. Поем и поеду дальше. Вкуснотища вообще. Тут еще братишки подошли, тоже хотят кушать. Кстати, протопал я по горам 6,5 миль всего. Хотя, казалось, я там вообще ходил много, но 6,5. Туда 3 мили, обратно 3 мили фактически. Вообще по кайфу. В натуре эти ребятки думают, что им сено, они все тут столпились. Думают, что им сено, наверное, привез. Сейчас отвалю. Да? Братишки? Он не уходит, не уходит. Старые заброшки. Еще вот тут заброшки. Старая Америка. Так, вот здесь вот реально начался Казахстан. Прямо вот степи, реальные степи. Тяньшаня какое-то здесь. Я, кстати, поспал 2 часика, встал, поспал, потому что что-то ночью сегодня поздно лег, не выспался как-то, пораньше проснулся. А сейчас поспал и хорошо, едем дальше. Сейчас я свернул с трассы чуть-чуть в другое место. Я увидел с трассы, классно, думаю, надо там посмотреть, побывать. Посмотрел в Google картах, там реально есть дорога, все, еду. Недалеко, там 7 миль, по-моему, от дороги. Вот они, красавца 2. Или красавица и парень, кому как удобнее. Гулять. Может быть, я сегодня здесь заночую, поехал. А завтра уже добью оставшуюся. Спешить, в принципе, некуда. Это, в общем, вот эти 2 горы. Называется Jail Rock и Куртхаус. Я не знаю, какая из них какая. Вот, но кто назвал там Куртхаус, это, по-моему, старое название, там Касл. Типа замок, короче, разрушенный, похож на разрушенный замок. Там так и назвали. Сейчас обхожу эту гору. Не поверху я не знаю, туда, по-моему, не забраться, потому что тут отвесные стенки. На самом деле здесь не очень безопасно ходить, потому что это песчаник. Его просто ветром может сколупать. Это не горные породы. Нашел тут, в принципе, где можно забраться. Это вот по трещине здесь. Но я этого не буду делать, не хочу.
Сегодня закатик такой неясный, за облачками, за тучками там. Вот пойду к другой горе. Ну, там наверху чуваки лезут прям на самый верх. Но я не рискнул. Прикольно будет залезть, а потом не могу спуститься. Буду там куковать, потом мне диспетчер будет звонить. Ты где? Я на горе застрял. Вон 2 козела ходят. Пацаны спускаются, не смогли залезть на самую макушку. Ну, замечательный сегодня день. Просто прекрасный. Сегодня ночую здесь, в общем, буду тут ночевать. А завтра уже с утреца, там мне ехать сколько? Часов 13-12. Ну, нормально, завтра полноценный рабочий день будет. Всем доброе утро. Ну что, поехали. Набрались сил. Здесь, в этих прекрасных степях, местах. Едем. Так, доехал до федералки, до интерстейта. 70-ка. Она идет, я посмотрел, из Сакрамента, то есть от океана до океана, в принципе. Сейчас. Что-то меня на БПшке проперло. Кипяточком залил на заправке вообще. Ну, это такие БПшки хорошие, что не от которых плохо становится. Не типа Ролтонов наших. Нормальные. Как будто лапшички сварил сам. Так. А у меня тут следующий штат. Штат Канзас. Так, что-то меня навигатор по полям повел, по канзасским. Красота здесь, простор. Вообще кайф. Пыль мне тут поднимать. Так, полицейский остановил. Типа говорит, что я быстро ехал. Но я ехал за впереди идущей машиной, там не настолько сильно я ехал. Сейчас он пошел чекать, проверять мои документы. Капец, мне сейчас очень фартануло. В общем, он отдал документы, проверил, что я там везу. И стоп, обращались. Короче, фартануло, потому что если бы мне сейчас выписали бы тикет, ну штраф, то это было бы в моем рекорде, записалось бы это. Вот что значит ездить без круиз-контроля. Все из-за него, потому что если был бы круиз-контроль, я бы взял бы спокойно,
там 67 бы, да, ну не сильно, там чуть-чуть больше, и держал бы эту скорость. А так я не могу контролировать, просто реально вот из-за этого проблема. Что, поехали дальше. Теперь чекать спид. Так, ну что, половина пути я проехал. Кстати, я, по-моему, не рассказывал про то, что как я чуть-чуть обустроил свое рабочее место. Вот, купил, как бы оно все из одного комплекта. В принципе, в Walmart я взял поджопник, спинку и вот намотку, не намотку, обертку на руль. Вот, и на самом деле стало очень комфортно ездить после этого, потому что удобно, когда толстый руль, очень удобно. И поджопник Memory Foam, потому что мне само это стандартное сиденье очень неудобное, то есть вот эта вот длина самого его для меня некомфортно, она очень длинная, мне нужно чуть-чуть покороче. Вот. И спинка, соответственно, потому что здесь нету регулировки этой поясницы. И это, блин, ну, максимально дешевая комплектация этого автомобиля вообще. То есть ничего нету, абсолютно ничего. Приходится самому все делать. Вот, и намного удобнее стало с этим. Намного. Очень сильный ветер, встречный. Вот, повезло, что встречный, потому что если был бы боковой, 26 миль в час пишет. Это очень много. С таким же ветром официальным 26 миль, 25 миль в час. В Пенсильвании я вот это зеркало как раз и шлепал. То есть меня сдуло с трассы. Он реально очень сильный. Ходить тяжело на улице. То есть сдувает прям. Но мне повезло, что он прям лобовой. И у меня дорога идет прям на юг, на Даллас сейчас. Прям точь-точь. Очень повезло. Как машинка трудится, пыхтит, он еле-еле 70 держит миль в час. Но ничего, лучше так, чем боковой. Расход, конечно, топлива вообще огромный просто. Так, заехал в Оклахому. Заключительный штат перед Техасом. Заправочка. Здесь, кстати, в некоторых штатах прям казино находится на заправках. Не во всех штатах разрешены казино, кстати. По-моему, в Техасе я вообще не видел. Вожди племен местных. Но, как мы знаем, Оклахома не родина для индейцев. Их сюда всех сослали, переселили. Сделал это только не Сталин. Это было до Сталина еще. Вот. Тут на самом деле просто космический расход топлива. Ну тут в США считается по... Не как в России, сколько литров на сотню, а здесь наоборот. Сколько миль на одном галлоне. Вот у меня 6,3 показывает миль на одном галлоне. 1 галлон это 4 литра, грубо говоря. Вот, и фактически, если так посчитать, то расход 1 литр на милю. Это вообще космический, ну, огромный расход. Это очень много. Да, вот и на одном галлоне 6,3. Ну, во-первых, я быстро езжу. Во-вторых, очень сильный ветер, встречный. Так в целом где-то нормально, это 10 миль на галлоне. Ну, как бы нормально считается. Это если ехать не спеша, не газовать.
вот, нету встречного ветра или бокового сильного, то где-то десятка выходит. А так вот, как сегодня, это пример вообще сопутствующих обстоятельств, то что и трасса позволяет гнать, и плюс ветер сильный встречный. Вот, и сейчас я в Оклахома-Сити, ну тут ничего не видно, я объезжать его буду. И там уже на Даллас прямая, потом за Далласом еще ехать. Эх, машину еще надо помыть как-нибудь все-таки. Я ни разу не мыл за почти, ну, там 3-4 месяца. Сейчас вся в мушках еще. Тут все грязное тоже. Даунтаун, Оклахома-Сити. Небольшой. Блин, вся лобовуха грязная от всяких мошек. Я немножко неправильно выразился, когда сказал, что я гоняю, поэтому такой расход. Я как бы не гоняю, я еду с допустимо разрешенным превышением. То есть, ну вот сегодняшний случай, когда меня полицейский остановил, это, конечно, просто не фартануло. Я вообще не ожидал, что в таком месте. Но, кстати, вот по интерстейтам, по федеральным дорогам, такое не часто бывает. Ну, мне кажется, очень маленький вариант, что тебя остановят там за какое-то превышение, потому что очень большой трафик, много машин ездят. А вот по таким типа сельским дорогам, ну, локального значения, вот там вариантов больше. Полицейским скучно, там делать нечего, а тут залетный еще какой-то, еще и превышение у него, еще и на такой будке интересно ездят. Для Америки это вообще все смотрят, вау, что это такое с таким тентом. И он просто остановил, мне кажется, посмотреть, что за фигня. Ему просто скучно было. А так до скорости докопался, там, мне кажется, каждая вторая машина так превышает. Вот, а я езжу с допустимой скоростью, но и в то же время я не люблю кому-то в задницу дышать. Я люблю, когда обзор передо мной, поэтому как бы притапливаю там на обгоны, иду. Ну, ничего такого, все обычное. Да и вообще, на самом деле, вот эту ситуацию, что меня остановил, во всем виновато то, что у меня просто нету круиз-контроля. Мне тяжело, ну не то, что тяжело, вы представляете, вот так ездить там 1000 миль, ну просто задолбаешься контролировать скорость постоянно, смотреть, сколько у тебя там. А когда у тебя есть круиз-контроль, ты там поставил комфортную для себя и для дороги скорость, и спокойно едешь как бы. Все равно внимание же не можешь постоянно смотреть за стрелкой. Да, чуть газульку притопил и все, и превысил. И то есть, а если был бы круиз-контроль, такой бы ситуации бы не было. Я бы встал бы, поставил сколько нужно, допустимую, удобную, комфортную скорость и ехал бы. То есть, опять же, виновата вот это вот. Я сколько уже ругаюсь, конечно. Но я начальство, ну не то что начальство, а владельцу компании я вначале это сказал, а сейчас немножко я отпустил эту тему, потому что поменял диспетчера, диспетчер хороший, я как бы думаю, пофиг вообще, пусть без круиз-контроля, зато с нормальным диспетчером, блин, который нормальную работу дает, нормальные грузы, длинные, меня по сравнению с тем, что было с тем диспетчером. Если выбирать старого диспетчера и круиз-контроль, то нахрен, я лучше без круиз-контроля, но с этим нормальным диспетчером. Но, конечно, лучше и с круиз-контролем, и с нормальным диспетчером, базара нет. Лучше не выбирать так. Но просто эта ситуация, чтобы понимать как бы в корень, это из отсутствия круиз-контроля. И стечение обстоятельств соответствующее, что полицейский как раз ехал, как раз когда я догонял впереди идущую машину. То есть разрыв увеличился, я хотел его догнать немножко и притопил, и как бы...
Фух, чуть-чуть похожу, погуляю на Рестерии. Тем более тепло. Вот я говорю, с весны в зиму еду. Вот недавно снег был, а сейчас 25 уже. Солнце село, все равно 25. Вообще кайф. И листвы много. Как-то плавно все перетекает из зимы в лето, из лета опять в зиму. Весна. Фух, так, я в Далласе. Проезжаю Даллас. Даже тут я умудрился какие-то заторы поймать. Ну, по ночам дороги строят. Самая движуха начинается ночью. Сейчас проехать Даллас и спать лечь. До выгрузки, наверное, сегодня не доеду. Лучше уж утром поеду. Красивый даунтаун у Далласа все-таки. Такой родной. Сколько я здесь тусовался-то тоже. Красота. Вообще во время первый час ночи мне осталось ехать час 15, но я буду сейчас спать, короче, заправлюсь, зубы почищу и спать. Завтра просто за час выйду где-то, в 6:30 поставлю будильник, вот и... А сейчас спать, я вообще задолбавшийся. Проехал 950 миль, нормально вообще сегодня.